Есть в Хангаласском Улусе отдаленное село Титары. До него с Якутска в летнее время можно добраться за 3–3,5 часа на автомобиле. Население чуть больше 700 человек. Среди них есть и те, кто в советское время приехал сюда из других регионов по работе, из-за семейных обстоятельств или по другим причинам. Встречайте героинь передачи: Раиса Ларионова, родом из Тамбовской области, и Валентина Строева из Курской области. Давайте окунемся в их удивительные истории адаптации, трудностей и радостей, которые им довелось пережить, и узнаем, как эти две сильные женщины нашли свое место под солнцем в суровом северном крае. Девичья фамилия Раисы Ларионовой Махортова. Родилась она 21 мая 1931 года в деревне Саюкино в Тамбовской области. Она была самой старшей в семье из 9 детей и с 5 лет приглядывала за младшими. После 5 класса девочка перевелась в одну из школ районного центра города Рассказово, где жила в семье директора. Окончив 10 классов, поступила в Тамбовский пединститут на факультет физического воспитания и спорта. После 4 лет учебы получила профессию преподаватель физического воспитания, анатомии и физиологии человека. Далее последовало распределение. Большинство остались дома в Тамбовской области, а меня вызвали и говорят: Якутия. Ой, слезы. А я говорю: ну как так? У меня родители уже в возрасте, брат в армии служит, а там мало меньше, я старшая. А эта комиссия говорит: брат служит, и вы послужите в Якутии. И все. Я стала собираться в путь-дорогу. С такой новостью девушка приезжает в село к родителям. Папа и мама, конечно, были в шоке, но сильно противиться не стали. Решено было брать билеты на поезд. Пришли брать билет. Папа говорит: нам до Якутии билет. А где это такая Якутия, говорят. Мы не знаем, говорим, где это Якутия. Они говорят: ну мы не можем вам дать билет до Якутии. Поезжайте до Тамбова, а там узнаете. Это областной центр Тамбов. Билеты все же удалось купить, и молодая девушка-специалист оказывается в далеком северном регионе. В Министерстве просвещения Якутии ее решают отправить в полюс холода – Аймикён. Здесь Раиса устраивается учителем физкультуры в Аймикёнскую среднюю школу и сталкивается с первым испытанием – языковой барьер. Представьте себе, вы в какую-то страну приехали, ни бя-ни-мя по-ихним не знаете. И подсказать некому. Я одна. Я пыталась усвоить якутский язык. Мне надо было. И что вы думаете? На уроке в 10 классе я что-то сказала детям по-якутски. Они все рассмеялись. Ага. А я говорю: так почему вы смеетесь? Вы-то говорите по-русски, я не смеюсь, а почему вы надо мной смеетесь? А один мальчик вышел и говорит: Раиса Никитична, вы же материтесь. И таких курьезных случаев было много в первые 3 года работы в Аймикёне. 3 года прошло, я радовалась: о, домой. А вдруг приказ пришел: договор продлен до 5 лет. И все. Вот так. Опять слезы. Слезы, конечно. Недолго плакала героиня передачи. Здесь, на полюсе холода, сердце девушки из Тамбовской области растопил ее коллега, учитель якутского языка, родом из Мегино-Кангаласского улуса Марк Ларионов.
Как человек понравился. Такого человека больше нету. И я нигде не встречала и не видела. Ой, человечный человек был. Именно в далеком Аймыконе родилась молодая интернациональная семья учителей Ларионовых. В 1960 году они решают перебраться на родину отца семейства. Сначала в село Томтор, затем Хаптагай. В эти годы Раиса меняет свой профиль и становится учителем русского языка. Проходит курсы повышения квалификации. После Хаптагая по состоянию семейного, по семейному, вот, мы открепились и стали искать школу, где мне бы место было русский язык, и Марку Петровичу якутский язык. Вот, нам предложили ИСИТ. А он говорит, нет, это не пойдет. Вот, тогда он стал еще искать место и нашел Скрябина Дмитрия Николаевича. Это был директор Титаринской школы. Он пригласил учительскую семью к себе, и те, в свою очередь, согласились. В то время, в 1965 году, у Ларионовых уже подрастали 3 дочки. Старшей Вале было 7, средней Гале 4 и младшей Наде 3. Впятером на деревянной лодке они переплыли реку Лену с Хаптагая до Титары. Я примерно помню, как мы ехали ночью по реке на деревянной лодочке, и вода была вровень с краями, и гремела гроза. Но мама очень боялась, но мне не было страшно, наверное, потому что я была маленькая. Потом выгрузились на берег, шли какими-то огородами, и это я с 3 лет помню. Через какие-то огороды пробирались с вещами. И вот, наконец, мы попали в дом и к очень хорошим людям. И очень запомнилось, как мы там жили, в этом доме у Афанасия Ивановича Амосова и его семьи. Титары, как только ступили на эту землю, ой, так мне понравилось. Здесь же все так зелено было, березки, елки. Ой, я просто без ума была. Здесь останемся. Марку Петровичу говорю, давай здесь останемся. Вот. И так остались. В Титарах наконец-то укоренилась их семья. Все 3 дочери успешно завершили обучение в местной школе, а Раиса с Марком плодотворно трудились на благо образования до самой пенсии. Супруги и учителя Ларионовы пользовались большим уважением среди своих учеников, коллег. Был даже такой случай. Выпускники 1982 года установили якутскую коновязь сярге во дворе их дома. Я не думала и не гадала, а вдруг обед готовлю, стою дома, а они приходят гурьбой. Я, что такое? Они говорят, вот мы принесли, хотим поставить. А что это? Ну, это якутский обычай такой, говорит, уважаемым людям ставят такое. Ой, говорю, ну ладно, поставьте, говорю. Ну, они и поставили. Сейчас Раиса Ларионова живет вместе со средней дочерью Галиной. Она работает учителем математики в местной школе. Младшая дочь Надежда обосновалась в городе Покровске, учитель русского языка и литературы. Старшая дочь Валентина проживает в Москве, работает фармацевтом. Буквально на днях Раисе Ларионовой исполнилось 93 года. Следующая героиня передачи родом из Курской области. Валентина Строева, девичья фамилия Розенкова, родилась 5 января 1956 года в белорусском городе Слуцк в семье военного. В возрасте 5 лет ее родители решили переехать на родину отца в Курскую область. После окончания школы девушка поступила в Старооскольское медицинское училище на специальность сестринское дело. 3 безмятежных студенческих года пролетели быстро, и наступило время трудоустройства. Валентина с одногруппницами решают отправиться работать в неизвестную Якутию и договариваются встретиться по пути туда, в Москве. Мы должны были с девочками встретиться в Домодедово, но никого не оказалось.
Я одна. Ой, я не буду же обратно ехать. Села в самолет, прилетела. Ночью прилетела, не знаю, куда идти. Хорошо, хорошие люди попались мне. Вот. И они меня к себе взяли. Я у них там побыла. Увезли потом в Министерство здравоохранения. И там уже шло распределение, кого куда. Дают распределение, значит, Орджоникидзевский район, потом там Тикси, Усть-Алданский, Тампонский, ну, почти все районы, да. А я еще не знаю, где кто живет, какая национальность, да. И подошла ко мне одна учительница, девушка-якуточка, и говорит: вы, говорит, вот самое, что я вам предлагаю, поехать в Орджоникидзевский район. Это близко, говорит, вот здесь 100 километров. Если вам даже будет плохо, вы, пожалуйста, можете улететь домой и обратно. Скрипя сердце, Валентина едет в Покровск, затем пересаживается на пароход, который делает остановку в островном селе Чкалово напротив Титары. Все люди вышли, я сижу с чемоданами своими, сижу и плачу. А куда мне идти, я же не знаю. Ну, потом кто-то, тоже одна учительница, она увидела, что сижу, русская девушка, подошла ко мне куда? Наверное, в больницу? Да, в больницу. О, ну пойдем, я тебя отведу. В Чкалове фельдшеру. Привела меня туда, накормили. Потом говорят, нам надо еще ехать. Чтобы в Титары добраться, надо еще вот протоку проехать на моторке. Какая моторка? Я никогда в жизни не видела. У нас нет реки, я не видела ни реку, ни моторку. Ну, поехали. Такой ветер страшный, волны, и прям я думала, моторка наша перевернется. Ну, дай бог. Какое время года было? Это июль, начало августа. С этого момента начинается трудовая деятельность героини передачи. Она устраивается работать в местную участковую больницу медсестрой. Валентине выделяют место в общежитии для молодых специалистов в шаговой доступности от места работы. Там две девочки были. Одна была с Украины, а другая была с Ленинграда. Одна фельдшер, вторая медсестра. Ну все, больше, ну вот мы... Они тоже только приехали? Или одна уже отработала 2 года, а одна полгода только отработала, фельдшер. В итоге они потом остались или уехали? Нет, уехали. Но они не уехали, они тут замуж вышли. Одна в Максоголухе жила, работала, вторая уехали в Депутатск. Но все равно в Якутии остались. Они остались. Поначалу девушка испытывала стресс, плакала перед сменой, но потихоньку начала втягиваться в трудовые будни, лечить местное население. Ну, в основном болели, значит, желудок, гастриты. Ну, там, стариков много гастриты, гипертоническая болезнь. Постоянно ходили все на уколы. Очень много. И амбулаторных было, и стационарных. Наша больница была на 10 коек, да? Вот. Но у нас лежали до 25. Мы так вот размещали на 4 палаты. Еще родильное отделение у нас было. Мы еще и роды принимали. Ходили бабушки, ходили на уколы. Они как-то почему-то ко мне так хорошо отнеслись. Ну, не знаю, вот. Приносили даже вот там, то, что в огороде свое, да, садили, помидоры, огурчики, мясо кто-то приносил. А я не могла это взять, я отказывалась. Да вы что? Как? Ну, я не знаю, я с таким еще не встречалась вообще. Воспитание другое, да? Ну, воспитание было другое. Нет, бери. И вот как-то они меня полюбили, а я их полюбила, всех этих бабушек, дедушек. Нет, население мне сразу понравилось. Единственное, что мне казалось, что все на одно лицо идут. Только что была и опять пришла. Работая в больнице, Валентина знакомится со своим будущим мужем Михаилом. В то время его мать работала в больнице истопником, а он приходил и помогал ей. Ну, я смотрю, красивый, высокий, молодой человек. И он ко мне приходит, помогает. И он еще охотник, тогда уже он охотник был, да? Вам было 19, а ему тогда? А ему было 18, нет, 19 тоже. Приносит нам зайчиков, приносит там рыбы, рыбачит.
Ну и как-то вот так познакомились, и дружили мы с ним 2 года. Вот. И поженились? Нет, потом он ушел в армию. Вот. Я его ждала 2 года. 2 года раньше служили. Вот. 2 года, через 2 года он в отпуск приезжал летом. Потом вот следующий год приехал, и мы поженились. Через год после свадьбы у Строевых родился первенец Евгений. Затем появились на свет средний сын Сергей и младшая дочь Анна. Муж Михаил в 1990 году устроился в больницу водителем, и Строевы стали коллегами. 48 лет проработала Валентина в сфере здравоохранения, прежде чем выйти на пенсию. Но и сейчас она продолжает заменять медсестер во время отпусков, а супруг работает там по сей день. Валентина Васильевна не только профессиональный работник, она гостеприимная хозяйка, мать 3 детей. Профессиональную династию продолжает ее дочь, сын и муж Михаил Данилович. Михаил Данилович более 30 лет работает водителем скорой помощи в нашей больнице. Валентина Васильевна пользуется уважением среди многонационального населения села Титары. Обе героини передачи когда-то ехали в неизвестность, абсолютно ничего не знали о Якутии и, конечно же, даже не подозревали, что свяжут свою судьбу с этим холодным краем. Мы задали и Раисе Ларионовой, и Валентине Строевой одинаковые вопросы, касающиеся Якутии. Первый вопрос был о том, как они отнеслись к якутским морозам. А вот когда ударили первые морозы? А мы в Капрончик ходили. Капрончик. А потом мы, инспектора приехали. Что вы делаете? Да вы же простудитесь. Одевайтесь. И мы стали одеваться. Ну, расскажи, как в 70 градусов гулять ходили. 70. Да, было при нас 70 градусов. А мы с Марком Петровичем в магазин решили пойти. И вот. Идем, а нам говорит, вон воробушек упал уже, замерз. А мы идем, ничего, молодость побеждает. Как прошла ваша первая зима в Якутии? Ну, было холодно, да? Ну, как-то я, в принципе, сильно и не поняла. Но уже подготовилась. Мне сразу бабушки здесь сказали, давай унты надо. Сначала валенки купила, потом заказала унты. Мне сшили, я же уже говорила, белые унты, такие коровьи, очень красивые, белые. И еще орнамент якутский сделали. А вы до этого унты когда-нибудь надевали? Никогда я унты не одевала, я не знала. И не видела, и не знала, что это такое. И как они действительно теплые? Они были теплые, такие плотные, белые прям, очень теплые. Мне они нравились. А в то время было холоднее, чем сейчас зимой, или теплее наоборот? Ну, знаете, ну, по-моему, теплее было раньше. Немножко было теплее. Туманы, минус 50. Туманы были, минус 50 градусов, ну, 40. В то время было, наоборот, очень холодно. 63, 61, вот Да? такие, очень холодно. Это- 57 стабильная, это зимняя температура. Далее задали вопрос о якутской кухне. Когда вы попробовали первую якутскую кухню, что попробовали и как вам она? Первое я попробовала вот это. Соседка была, они хозяйство держали. И меня пригласила, вот, идите покушайте на колбасу нашу национальную. Первый раз, да. А потом как было сейчас? Сейчас А как? потом нас пригласили куда-то, завуч наш пригласил, и этот строганину дал. Ага. Ой, нет. А ветврачи там сидели за столом тоже. Подождите, цингой заболеете, узнаете тогда. Ну вот, я ее покушала и стала есть. Да как И хорошо. сейчас какое у вас самое любимое ваше блюдо якутское? Строганина, конечно. Когда я приехала в Чкалов, вот мы на вызов с Галиной Яковлевной приехали, нам приготовили
картошку с жеребятиной. Ну, жаркое, обыкновенное жаркое, да. Ну, я не знаю, я села, да, и ела, ела. И так мне вкусно показалось. Зима, холодно, очень вкусно. А жеребятин до этого не пробовали? Никогда не ела. А потом эта хозяйка говорит Галине Яковлевне, ты ей не говори, что она ела, то вдруг мало ли что, да, если скажешь, жеребенка она ела. Шок будет. Да. Ну и все, и мы приехали приехали уже в больницу, на завтра мне Галина Яковлевна говорит, а что ты ела, помнишь? Ну, какое мясо было? Говядина? Я сказала, ну и все. И с тех пор мы жеребятину кушаем, мы в любом виде ее кушаем, мы печень жеребячую кушаем, мы и запекаем, и жарим жеребятину, и в сыром виде кушаем мясо. В сыром виде вот еще больше научил муж. К слову, готовку Валентины Строевой когда-то лично оценил первый президент республики Михаил Николаев. До своего президентства он был проездом в Титары, и Валентину попросили приготовить ему блюдо русской кухни. А я испугалась, ну, молодая, да, дети, садики, правда. Ну, что делать, давай готовить борщ, я сварила. Борщ меня мама научила, борщ там, как варить, все это пережаривать, все, да. Борщ научила мама варить. Борщ сварила, котлеты сделала, мясо было всегда. Мяса раньше много не кушали. Но именно был запрос на русскую кухню. Да, вот пусть она, твоя жена, его накормит обедом. И как он пришел? Ну, он пришел, ну, нормально, тут смотрю, такой хороший человек, спокойный, улыбающийся, покушал, смеялись, что-то рассказывал, ну, это давно уже было, вот. А потом, ну и все, ушел. А еще Валентине Строевой полюбился национальный праздник Исех. Впервые она там побывала в 1975 году и до сих пор с удовольствием посещает его. Нормально, все гуляют, главное, все такие раскрепощенные люди, отдыхают. Потом соревнования вот эти, очень нормально мне нравилось. Я довольная была. У нас, да, потому что я же говорю, 18 лет я училась, я ничего не видела. Ну, у нас никаких таких, ну, праздники были, выборы у нас раньше были действительно такие праздник. Вот, а таких праздников, как Исех, нет. А вы там активно принимали, что там посоха и так далее? Может быть? Если приглашают, идешь и танцуешь. Не умеешь, но танцуешь вместе с ними. А как, не будешь же отказываться? Конечно, обязательно. Вот. А потом уже дети мои, вот подросли школьники, они уже Исех сюда перенесли, вот на горку, и они везде участвовали. Именно якутские эти прыжки, потом что еще делали? Перетягивание палки. И они всегда занимали первые места. Всегда. И напоследок у обеих героинь мы спросили о плюсах и минусах жизни в Якутии и не жалеют ли они о переезде сюда. Вот плюс, что здесь погода мне все-таки нравится. Сухой климат, хороший климат, подходит, по-моему, всем. А минус холодно. Ну ничего, переживаем. У меня приезжала сестра сюда, да? Моя вот младшая. Она 3 раза приезжала. Ей так понравилось. Она зимой была, Новый год. 40 градусов было. Она не ощущала эти 40 градусов. Она ходит и говорит, 40 что ли? А у нас, говорит, 15, еще холоднее, чем ваши 40. А не жалеете ли вы о переезде в Якутию? Ну, судьба, наверное. Что жалеть? Нет. Если бы муж плохой был бы, алкаш какой-то, нет, тогда бы да. А этот человек, от всех человеков человек. Да.